Сегодня я расскажу вам о венгерском фартуке Шурц. Этот фартук пополнил коллекцию нашего музея благодаря нашей землячке Фене Федоровне Корниловой-Ракоши. Дочь известного якутского композитора, этнографа, музыковеда Федора Григорьевича Корнилова, Феня Федоровна Корнилова Ракоши была женой лидера Венгерской Народной Республики Матиаса Ракоши. Она вела активную общественную политическую деятельность, пользовалась признанием и уважением венгерского общества, советских дипломатов в Венгрии. И также благодаря ей роман Николая Егоровича Мординова «Аммачыгая. Весенняя пора» был переведен на венгерский язык. А сейчас давайте поближе посмотрим и узнаем историю этого фартука. Согласно древней легенде, именно расшитый яркими цветами передник помог юной девушке вызволить из турецкого плена своего возлюбленного. Когда турецкий султан поставил ей условие принести посреди зимы фартук, наполненный цветами, она выполнила условия султана, вышив на переднике роскошный цветочный узор. Султан получил цветы, жених свободу, девушка жениха. Каждая девушка до замужества должна была сделать 7 фартуков. 7 фартуков должно было быть и у парня. Обручались они не кольцами, а шурцами. Такие обручальные шурцы имели чудодейственную силу. Если ребенок капризничал и долго засыпал, его покрывали фартуком, и он успокаивался. Венгерская вышивка известна во всем мире. Изначально вышивка у венгров, как и у других народов, носила ритуальное значение. Вышивали орнаменты для защиты от недугов, сглаза и злых сил. Вышивки на фартуке назывались матьё. Стиль матьё вышивали по черной ткани разноцветными шелковыми нитями. Композиция строится из флористических мотивов, преимущественно цветов. Так в центре изображалась роза, и обрамляют ее более мелкие цветы, листья и лепестки. В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера имени Емельяна Рославского хранится уникальный экспонат «Слуцкий пояс». Каким же образом данный предмет оказался в нашем музее? В 1950 году Якутский краеведческий музей получил письмо из Венгрии от Фени Федоровны Корниловой-Ракоши, жены генерального секретаря Коммунистической партии Венгрии Матиаса Ракоши, уроженки Якутии, и в своем письме она просила работников музея отправить ей образцы якутских орнаментов. И, конечно же, сотрудники музея откликнулись на просьбу своей землячки, и так началась многолетняя дружба между нашим музеем и Феней Федоровной. В ответ она отправила в фонды музея около 100 предметов прикладного искусства народов Венгрии, Польши, Болгарии, Румынии, Чехословакии, Албании, Китая, Кореи и Монголии. Феня Федоровна в Венгрии окончила Институт прикладного искусства и из своих многочисленных поездок привозила действительно высокохудожественные и ценные вещи. Благодаря ее дарам в нашем музее сложилась коллекция уникальных образцов народного искусства. Это мужской слуцкий пояс, тончайшая скатерть албанских мастеров, вышивка двусторонней гладью, которую умели вышивать в мире только венгерские мастера. В европейской моде XVIII века широкое распространение получили восточные шелковые пояса. Пояса, изготавливавшиеся в Слуцке, были очень хорошего качества и служили образцом для других фабрик. Слуцк — это древний город в Белоруссии. В 50-х годах XVIII века в Слуцке открылась первая фабрика по изготовлению шелковых поясов. Ткачеством в мануфактурах по изготовлению поясов занимались только мужчины. И было принято считать, что при прикосновении женской руки к серебряным и золотым нитям они потускнеют, и пояс будет испорчен.
На праздниках и торжествах слуцкий пояс снаружи повязывался золотой и красной стороной, при трауре черной, а при повседневной носке, как правило, зеленая и серая. На изготовление одного пояса уходило от 400 до 800 граммов золота. Примерная стоимость от 5 до 50 дукатов. 1 дукат равнялся 3 золотым рублям. Слуцкая фабрика работала до 1844 года. После присоединения Белоруссии к России в начале XIX века было запрещено носить кафтаны, и исчезла потребность в носке слуцких поясах. Так, например, пояс, хранящийся в нашем музее, представляет собой шелковую ткань, затканную золотой нитью. Размер пояса — длина 353 сантиметра, ширина 30 сантиметров, длина бахромы — 10 сантиметров. Возможно, он относится к особому виду слуцких поясов, так называемых литых. Его лицевая сторона густо вышита серебряной нитью, так что почти не видна его шелковая основа. Середина заткана орнаментом в виде серебристых чешуек, окаймлена по краям растительным узором. Оба конца пояса вытканы орнаментом в виде цветочного узора. На одном конце пояса в противоположных углах вытканы по 2 латинские буквы «С» и «Ф». Края пояса обшиты серебристой бахромой. Буквы «С» и «Ф» могут быть расшифрованы как метка в латинской транскрипции «Слуцк сделан» или «сделано в Слуцке». Слуцкий пояс, подаренный Феней Федоровной Корниловой Ракошей, является уникальным экспонатом, представляющим высокое художественное мастерство белорусского народа. Таким образом, в нашем музее мы можем ознакомиться с историей и культурой не только нашего края, но и других народов мира. Представляем вашему вниманию бокал из цветного богемского стекла с гравировкой. Был передан в наш музей в 1955 году Феней Федоровной Ракоши. Высота изделия 17 сантиметров, гранение природный мотив, медовое стекло. Богемское стекло – национальное достояние Чехии. Он безупречно прозрачен, отличается непревзойденным качеством. Традиция стеклоделия в Чехии никогда не прерывалась, что дало ей право задавать тон по всему миру. Оно обладает безупречными характеристиками, богато декорируется, изготавливают различные предметы. Это не только традиционная посуда. Из богемского стекла изготавливают люстру, предметы декора, бижутерию. Каждая из этих категорий заслуживает особого внимания. Бокалы из богемского стекла используются для торжественной сервировки при организации застолий, фуршетов, праздников. По мнению экспертов по сервировке и сотрудников музея, такие изделия высоко оцениваются. Для изготовления бокалов используют прозрачное или цветное стекло. Наше изделие имеет медовое цветное стекло. Прозрачные изделия используют для вин и крепких напитков. Такая посуда обращает на себя внимание простотой и изящностью форм. Стаканы, бокалы и фужеры из чешского стекла имеют преимущество. Форма соответствует особенностям напитка. Винные фужеры имеют тонкие длинные ножки, за которые их нужно держать, чтобы не нагревать прохладное вино теплом ладоней. Бокалы для коньяка и виски имеют округлую форму и идеально помещаются в руке. Через стенки бокала тепло ладоней нагревает напиток, что усиливает его аромат. Формы бокалов таковы, чтобы удержать запах напитка внутри, как можно полнее раскрыть его, но не дать при этом вину или коньяку выветриться. При определенном освещении фужеры и бокалы выглядят так, будто напиток самостоятельно держит форму, стеклянные стенки почти не видны. Свет становится особенно яркой
на стаканах и бокалах с огранкой. Блики усиливают цвет напитка, акцентируют на нем внимание. Гладкие фужеры и бокалы тоже имеют яркий глянец, который усиливает цвет напитка, делает его более чистым. Сейчас бокал из цветного богемского стекла с гравировкой дополняет выставку в Доме-музее Емельяна Ярославского.